Одна из главных новостей: со следующего года всем неработающим пенсионерам пенсии будут проиндексированы на 6,6%, то есть что выше предполагаемой инфляции. Прибавка у всех будет индивидуальная. Если, допустим, человек получал 15 тысяч рублей, то это 1000 рублей. Если 10 тысяч рублей, то 700 рублей. Сегодня на коллегии доложили, в этом году прибавку к пенсии получили более миллиона татарстанцев. Средний размер примерно 14 тысяч рублей. Материнский капитал тоже ждет индексация. Выплата составит 466 тысяч рублей. С 1 февраля пройдет индексация ЕДВ, предположительно 3,3%, и индексация социальных пенсий с 1 апреля на 7%. Не будет неработающих пенсионеров с совокупным доходом ниже прожиточного минимума. Сегодня чиновников и особенно муниципальных призывали лучше проверять жилье, которое покупают на материнский капитал. Порой оказывается, что эти дома аварийные. Это недопустимый факт. То есть мы его даже обсуждать не должны. И муниципалитеты, которые находятся на местах, если такое допущено, то тогда мы с вами должны задуматься, зачем мы на этом месте находимся и что мы делаем. Еще одна задача на будущее – электронная трудовая книжка. В России ее вводят со следующего года. Переход на нее добровольный. А с 2021 года всех, кто будет трудоустраиваться впервые, без вариантов ждет цифровой вариант. Электронная книжка в контенте электронном может быть своего рода вызовом и может быть своего рода проблемой. Соответственно, мы должны проработать этот вопрос для того, чтобы ни у одного молодого человека, который начинает работать в системе предприятий республики, не возникло вопросов, как будет обеспечена сохранность и безопасность его электронной книжки через много-много времени. По итогам же проверок работодателей выявили множество серых зарплат. Выявлен скрытый фонд оплаты труда работников в размере 2 миллиардов 679 миллионов рублей. Восстановлены пенсионные права 523 тысяч граждан республики. Как сегодня подытожили, четкая работа пенсионной системы – это залог выполнения национального проекта «Демография». То есть, чтобы люди были социально защищены и могли жить долго и счастливо. Дмитрий Айрин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.